Йоу-йоу! Всем привет, друзья! Да, я все еще существую, просто очередной раз запоздал с новым роликом. Ну, нам ведь не привыкать. Сегодня на обзоре будет фильм «Кулик Хомус», снятый режиссером Петром Хейки. А посмотрел я его в 2019 году, когда состоялась премьера. Я даже успел немного взять интервью у участников. По заверениям создателей, они хотели снять не простой ужастик, который можно просто посмотреть и забыть, а что-то наподобие наших культовых хорроров, как «Сеттерсир», «Сибенерсир». Вроде эти фильмы они приводили в качестве примеров. Можно сказать, это должно было быть возвращением к истокам, и это меня очень заинтересовало. Фильм начинается с девочки, играющей на хомусе. Знакомьтесь, Нюргун. Он работает фотографом и в данный момент снимает первый звонок в школе. Да ладно! А это Сардана. Она приехала в некую деревню работать по контракту учителем математики. Нюргун подслушивает, что Сардане нужно отвезти свои вещи домой после знакомства с учениками. И как вы поняли, они наши главные герои, между которыми сразу же пробежала искра. И дабы не упустить момент, бежит со всех ног к своему отцу за машиной. Батя тем временем затачивает стамеску. Для чего мы узнаем потом. Блэбрахтараган, что ли? Нюргун берет ключи, и герои уже у нового дома Сарданы. Ну, не совсем нового, конечно. Ребята осматривают дом, обмениваются номерами, и Сардана подчеркивает, что дом грязный. Да ладно! Нюргун ее фоткает для своей коллекции Индинда. Раз, два. После чего начинается дикая уборка. Индинда. Сардана просто находит в шкафу зеркало, которое потом ставит на стенку. Вечером после уборки ребята идут в музей, чтобы Нюргун мог загнать фотки на компьютер его отца. Как только он отходит, открывается маленький ящик, в котором лежит странной формы варган. Сардана берет и подводит этот грязный и ржавый хомус к своим губам и бьет по язычку. В этот момент, по всей видимости, активируется паранормальная активити. Подбегает Нюргун и говорит, что отец никогда не позволял трогать этот хомус. После чего они уходят, и наши ребята уже держатся за руки. Тем временем в музей приходит отец и замечает, что хомус кто-то трогал. Закрывает ящик и чувствует чье-то присутствие. Во сне Сардана гуляет по лесу, в глубине которого видит странный силуэт, стоящий к ней спиной. Я сегодня пришел собирать души. Проснувшись, идет на работу. Там ее вызывают к телефону. Это звонят из реабилитационного центра, чтобы сообщить горькую весть. Оказывается, ее сестра попала в аварию и не выжила. У погибшей осталась дочь Саяна, которую некуда пристроить, кроме как отправить к Сардане на временное опекунство. Наша героиня соглашается и спрашивает, когда именно привезут Саяну. Вечером Сардана проверяет работу учеников, и вдруг в дверь стучатся. Это оказывается Саяна, в сопровождении странного мужчины в костюме, который сразу же уходит.
Героиня отводит девочку в дом и со зловещей ухмылкой смотрит в лицо Саяне. Затем показывает ей комнату и берется сушить промокшую под дождем временную падчерицу. Там девочка обращает внимание на картину, где вдали видны силуэты двух людей. Ким Гени? Call the police. Сардана звонит директору, чтобы Саяну взяли в школу, на что ей дают добро. Мақтал Надежда Егоровна. Чичақ. Көрерімін деген. Тоқтанда күттаным әп. Хасына скула бары қыппыт. Ханғы қолары күтті білсеғең. Аду. После чего заставляет падчерицу поесть пирожка, начиненный червями. Саяна! Конечно, этот момент можно списать на «показалось», но нормальный вид пирожков после этого не показывают. И Сардана просто кладет их в шкаф. И вот с этого момента, сидя в зале кинотеатра, у меня в голове появилась мысль, а что если Сардана и есть главный злодей фильма? Плюс я до этого смотрел тизер, где Сардана вроде бы как Абага. А то, что Саяна Крипова сидела в начале фильма, это обманка для зрителя, подумал я. Я отвлекся. Отец сидит у себя дома, читает книгу на фоне белого шума телевизора. Среди страниц он находит фото своей жены и с грустной улыбкой вспоминает былые времена. Предпринимает попытку поправить сигнал телевизора. То идите нахуй! После чего фото меняется на демонический. И оказывается, что ему это показалось. Тем временем Сардана все-таки заходит в комнату к Саяне. Көр. Меня яқан үшін ұшқыл бұдым. Қайдаға ечугай? Когда она успела купить ночнушку? И как вообще подобрала размер, если она давно не виделась со своей сестрой? Да и вообще в глаза не видела эту девочку. Такие вопросы лишь подстегнули мою теорию. И я начал больше подозревать, что Хомус превращает Сардану в злую мачеху. Это племянница, чел. Ой, ты нахуй! Втеревшись в доверие к осиротевшей девочке, героиня уходит, оставляя падчерицу в стрёмной комнате со стрёмным шкафом, дверца которого стрёмно приоткрывается. Там никого нет. Не надо, папа! Видишь? Начинается очередной сон, где Сардана идет по лесу и видит тот же силуэт. Земля под ногами начинает двигаться, и снизу прорываются похотливые руки. Santa's got a surprise for you. Утром наша героиня предлагает Саяне кашу собственного приготовления. Однако падчерица отказывается его есть, видимо опасаясь, что там тоже будут черви. Затем Сардана идет к шкафу. Героиня просто забирает свою одежду, но не замечает на дверце выжженный след от ладоней. Ребята идут в школу, Саяну знакомится с одноклассниками. Тем временем Ниргун приносит домой воду. И его отец зовет его на не очень приятный разговор. Мен билемин Ниргун. Эйге комууту пыкы батта. Андагай бутың. Ниргун, мен билемин Ниргун. Ал жаркай болу, ал жаркай. Тем временем Саяна гуляет по школьному двору. И тут я начал сомневаться в своей теории, что Саяна является жертвой. Конечно, в произошедшем обвиняют девочку.
Хотя с чего бы? Ведь она стояла как минимум в 5 метрах от пацана. Да и сам парниша смотрел прямо на нее во время нападения. Сардану отчитывают за проделки ее племянницы. И она спрашивает у Саяны, что это было. Иди ботах! Итчи. В следующей сцене Сардана очередной раз бродит во сне, но на этот раз слышит звуки хомуса, которые издает Саяна. Подходит к ней и... Девочка обращается в бабушку. Ну а Сардана падает на землю. Ее хватают и затаскивают прямо в ад нахуй. Забыв про приснившийся сон, Сардана переписывается с Нюргуном и от скуки предлагает Саяне сыграть в прятки. Сасаяны нёчугут? Билигин баран хасап, оңа ярагым, оны тием көрдү. Эндинда. Во время пряток можно подметить, что Саяна мастер этой игры, так как она может телепортнуться с любой точки в другую. И по идее, это должно быть жутко, наверное. Но на деле выглядит уморительно. Look at this dude. Wait till you see the... Бу! Булу! Саяну находят, и теперь очередь Сарданы. И куда же она спрячется? Конечно же, в шкаф. Абагалах шкаф. Баллам. Вечером приходит Нюргун и слегка удивляется, увидев девчонку. И спрашивает, кто это. Сардана отвечает, что это ее ребенок. Огамди, кыгым? Антах баппатах, олейн жонны мута аспиттерим яқ. 16 хастах бар оғлам бутум, ағатын нені дөп. Оня дөна кары. Шутка, қани чалқана олақ бұлық бұны. Әрінен. Саяна знакомится с Нюргуном, и они всей компанией лампово проводят вечер. Уходя домой, парень предлагает Сардане поехать всем вместе завтра на природу за ягодами. Отонда варық бандинан бағар әретім? Тонна ары атам нуқа хап болды. Ачо, асан қысқа керебен. Поцелуй на прощание не обламывается, и ребята кринжово расходятся по домам. Ди, ага. Ото телефоном бадди. А? Эхо. Зайдя в комнату, Сардана начинает переодеваться, и в этот момент она замечает, что за ней следят в окно. Героиня, недолго думая, выходит во двор с лампой. Побродив по участку, поиски ничего не дают. Йоу, очевидно же, что это был Нюргун. На завтрашний день приезжает Нюргун, и перед поездкой ребята делают фото в машине. 2, 3. Добравшись до леса, герои находят место, где растет брусника. Собирая ягоды, Нюргун показывает свое мастерство пикапа. Айылға ажар шабай болақты. Кейі хиняна роскуяр. Айдан істей. Тыл-тыға қайдары кейінен ұрар күдіп болақты. Саяну это смущает, и она отходит подальше от этой сцены к другой, более астральной сцене. И видит над собой стаю ворон. Сардана ловит племянницу и ругает за то, что та не стояла рядом и не смотрела на хорни моменты. Следующая установка — небольшая сопка с отличным видом на закат. Однако и там героев настигает чувство романтики. И они в очередной раз оставляют девочку без присмотра. За это время она опять чудит и убегает, увидев деревья.
Сардана, пытаясь догнать падчерицу, повреждает лодыжку. Саяна! 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 Тохта, Саяна! Ребята возвращаются домой, по всей видимости, предварительно заглянув в травматологию, где Сардане поставили гипс. Нюргун предлагает растопить печь и приготовить ужин. Ну прям мужик, что надо. Кыргыттар вовсайнан Нюргун ден уолтарыкытта сылжатан. Кавалер топит печь и начинает готовить, попутно рассказывая о себе. Вот это Никите хаска интерьяви. Еда готова, стол накрыт. Герои садятся ужинать, но Саян уходит делать домашку. Время позднее, так что Нюргун уходит домой. Пока. Ча, пока. Ночью Сардана просыпается от странных звуков. Барарамантан! Попытавшись прогнать незваного гостя, видит силуэт за окном и падает. На завтрак к Сардане приходят ее ученики. Здравствуйте! Ча, спасибо. И это то ли злит, то ли огорчает Саяну. Дома отец Нюргуна наконец начинает рассказывать историю Хомуса. В 1996 году они поехали на север с иностранной экспедицией и нашли в одном из древних захоронений останки человека с головой птицы, Туйбу. Тангатаманудин. в руках у которого был тот самый варган. Скелет иностранцы забрали с собой, а Хомус отец Нюргуна оставил себе, чтобы поставить в свой музей. Спустя время при странных обстоятельствах погибла его жена. И он уверяет, что в этом замешан Хомус, ведь мать Нюргуна, так же как и Сардана, попробовала на нем сыграть. Эмискавай кулгахпар, диптивай комуста хилливиде. Мен дебер ойын кирбитим, кени оқтатариде. Нюргун в это не верит, и батя показывает следующее фото в качестве доказательства. И на нем оказывается Саяна. Ночью героиня просыпается от звонка. Это оказывается тот самый сотрудник из реабилитационного центра. Он говорит, что из-за прошлого дождя размыло дорогу, и поэтому с отправкой Саяны решили повременить. Саяна бар я бут оролорор. Короче, Саяна на самом деле не Саяна вовсе. Тем временем Нюргун спешит на помощь к Сардане. Однако не успел он выйти из дома, а в прихожей уже стоит незнакомец. Свет в доме Сарданы пропал, как и Саяна. Поэтому, взяв фонарь, героиня идет на поиски. Поиски приводят ее до сарая, внутри которого засела ворона. Уже Саяну наконец получается найти, и она указывает на что-то сзади. Это оказывается монстр с головой птицы, который просто стоит и чилит. Сардана волочится домой, по пути захватив Саяну. Закрывается изнутри и, конечно же, падает. Саяна открывает дверь, улыбается напоследок и выбегает наружу. Тут же в дом заглядывает Бёрдман. Если бы у животных глаза были спереди, курица, голубь, попугай. Тем временем отец убитого Нюргуна решает сломать Хомус. Бля, ты тупой, что ли? Поздравляю тебя, ты сломал ее, ты победил, ты король, ты крутой. Отец с 3 ударов отбивает язычок, от чего стервятник испаряется.
Но все это оказывается то ли сном, то ли бредом. Ведь Нюргун оказывается жив, и никакой Саяны тут в принципе не было. Также нет ее вещей. Ее нету на фото, которое они делали в машине. Нету также ее документов. Остались лишь рисунки Каркарыча. На какой-то день Сардана уходит с работы и видит на полу рисунок Савуни, нарисованный лже-Саяной. Оказывается, что это очередной бред, и Сардана помирает от звука хомуса. Последним кадром нам показывают измененную картину, где Саяна и Хонсу идут по полю. На этом фильм заканчивается. А теперь давайте попробуем разобраться с монстрами. Кто они и что ими движет? Человек-птица, которого археологи прозвали Тангата-ману из-за его необычного строения тела. Скорее всего, когда-то был призван из другого мира при помощи хомуса, который время от времени нужно подзаряжать новыми жертвами, которые сыграют на этом потустороннем инструменте. Жертвы, в свою очередь, медленно сходят с ума и теряют связь с реальностью, пока не станут полностью преданными их новому хозяину. А Саяна первая, кто нашла хомус и сыграла на нем, тем самым став прислужницей демона. Иногда у нее проявляются черты человечности, но они подавляются хозяином. Видимо, служит она ему уже давно, и без проклятия Саяна была бы уже старушкой в преклонном возрасте. Ее задача проста – зарядить хомус путем выведения с ума жертв, предпочтительно женщин. И в конце фильма ей все же выходит раздолбать остатки разума Сарданы. Только вот откуда появился хомус? Его ведь сломали. А ответ вот в чем. Главная героиня сошла с ума в моменте вторжения демона. Отец Нюргуна не ломал хомус, концовка сон. Ведь бред же, отец только сейчас додумался сломать смертельно опасный инструмент. А ведь он сам в этом уверен, и вот прямо сейчас принял решение разобраться с этим, когда потерял всю свою семью и зачем-то потащил сына в гараж. Непонятно. И, пожалуй, самый главный вопрос. Кто это был? А это был Петр Нестерович. Видимо, этот Тангата-ману нанял его как наемника за его выдающиеся способности. Ну что скажешь, о мультивселенной якутского кино мало что известно. И кто знает, в каком фильме еще окажется наш веселый парниша. Ну, по итогу, мое мнение о фильме. Сразу хочу подметить операторскую работу. Снято добротно. Актеры тоже играют на уровне. Вот только сюжет подкачал. Например, отец. Чего он ждал? Надо же было чем-нибудь объяснить. Типа он не ломал хомус, потому что изучал его природу происхождения для того, чтобы освободить свою жену от проклятия. Вместо этого он держит его в музее. Саяну тоже сложно понять. Она то боится, то жутко ухмыляется, даже грустит. Но по итогу делает свою работу. Может, было бы интереснее, если бы Сардана и Нюргун смогли как-то переубедить Саяну. Спасибо вам. Ваша любовь сокрушила чары и освободила мою душу. Я больше не буду убивать. Правда? Нет! В целом, много к чему можно еще придраться. Но не такой уж я и кинокритик. Моя цель — поднять вам настроение смешными видосиками. Кстати, как вам? Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, а я, пожалуй, займусь новым роликом. Постараюсь сделать побыстрее. И на этом все. Ча, ущей байтк.